Здравствуйте, меня зовут Ольга Кименков, и я представляю компанию Фрин. Наш завод тоже находится в Кохтвоярве, и некоторые из вас, скорее всего, уже с ним знакомы. Фрин является производителем металлоконструкций, а также мы разрабатываем передовые энергетические технологии, включая малые ветряные турбины и системы накопления энергии. Цель сегодняшней презентации – предоставить портфель энергетических продуктов Фрин и поделиться контактами нашей команды для дальнейшего обсуждения. На последнем сайте вы увидите наши контакты. Прежде всего, Фрин – это технологическая компания. Наша миссия – предоставить энергетические решения, которые укрепляют независимость и энергетическую безопасность наших клиентов. Эта миссия становится все более значимой в условиях срочной необходимости сокращать зависимость от ископаемого топлива и ускорять трансформацию энергетического сектора. Несмотря на то, что крупные инвестиции в солнечные парки, наземные и офшорные ветропарки остаются важнейшими, мы убеждены, решения для индивидуальных потребителей, сообществ и предприятий столь же необходимы и могут совершенно существенно ускорить этот переход. Фрин предлагает как готовые под ключ энергетические системы, так и собственные технологии. Наш портфель включает в себя малые ветряные турбины с вертикальной осью, малые турбины с горизонтальной осью и новое поколение систем накопления энергии, коммерческий запуск которых состоится в ближайшее время. В следующих слайдах я представлю обзор этих продуктов, выделю их основные различия и объясню, для каких применений они подходят лучше всего. Фрин разрабатывает собственные турбины Дарьё с вертикальной осью вращения. В настоящее время мы предлагаем модели мощностью 6 и 20 кВт, а также ведем разработку более крупной модели 55 кВт. Турбины с вертикальной осью особенно эффективны в регионах с переменными направлениями ветра. Такая конфигурация исключает необходимость механизма ориентации. Монтаж турбин достаточно прост. Строительно-монтажные работы и ввод эксплуатации обычно занимают всего несколько дней. При этом они требуют меньших капитальных вложений по сравнению с крупными турбинами, что делает их доступным решением для бизнеса, стремящегося к собственному производству возобновляемой энергии. Хотя КПД вертикальных турбин немного ниже, чем у горизонтальных, они остаются экономически эффективными, обеспечивая выгодное соотношение производительности и уровня инвестиций. Здесь представлены горизонтальные турбины, извините, с горизонтальной осью. Эти системы предназначены для компаний, сельхозпредприятий и локальных сообществ, которые готовы к более крупным инвестициям и которые располагают достаточной площадью для установки. Горизонтальные турбины – это более высокие конструкции, заметные в ландшафте. Например, высота башни турбины Фрин H20 достигает 36 метров. Главное преимущество горизонтальных турбин – это более высокая эффективность, особенно в районах со стабильными и устойчивыми ветровыми условиями. Здесь представлены два примера наших турбин. Обе рассчитаны на мощность 20 кВт, однако, как видно, существенно различаются по размерам и техническим параметрам. Выбор между вертикальной и горизонтальной технологией в конечном итоге зависит от локальных условий и специфики установки. Технология натрий-ионных аккумуляторов вызывает значительный интерес как инновационная альтернатива традиционным системам хранения. Натриевые батареи изначально более безопасны, с существенно сниженным риском сгорания. Это особенно важно для клиентов, работающих в жарком климате, где стабильность работы при экстремальных температурах критична. Фрин разработал как высоковольтные, так и низковольтные модули натриевых аккумуляторов. Они могут модульно объединяться в крупные системы, что позволяет адаптировать технологию под разные сценарии применения. Эти продукты ориентированы прежде всего на частных корпоративных потребителей с собственными интегрированными энергосистемами. При этом планируется дальнейшее развитие линейки. Цель Фрин – предоставить возможность строить гибридные энергетические системы, сочетающие ветер, солнце и накопители, чтобы обеспечить энергосбережение в случае перебоев и в периоды пикового спроса. Извините, что-то потеряла. Здесь мы говорили про соди, и здесь натриевый. Так.
Технологии малой ветроэнергетики и собственные энергетические системы в целом дают компаниям множество преимуществ. Простота и скорость внедрения. Малые ветряные турбины значительно проще и быстрее в установке, чем крупные проекты. Монтаж и ввод в эксплуатацию занимают недели, а не годы. Более простой процесс получения разрешений. Во многих случаях малые проекты сталкиваются с меньшими барьерами при согласовании, чем крупные ветропарки или солнечные станции, что позволяет быстрее их реализовать. Установка на месте. Малые турбины можно разместить прямо на территории предприятия, в индустриальных зонах или в сельхозугодьях, таким образом обеспечивая локальное производство и потребление энергии. Другие преимущества собственных энергетических систем. Снижение и предсказуемость затрат. Компания уменьшает зависимость от колебаний цен на электроэнергию. После установки ветер становится бесплатным источником энергии, стабилизируя расходы в долгосрочной перспективе. Энергетическая независимость и безопасность. Локальная генерация защищает ключевые процессы от перебоев, вызванных блэкаутами или ограничением сети. Масштабируемость и гибкость. Малые системы могут работать автономно или быть частью гибридного решения вместе с солнечными панелями и батареями. Локальные инвестиции и долгосрочная ценность. В отличие от решений на ископаемом топливе, малые турбины не требуют постоянных внешних затрат. Инвестиции остаются внутри компании, принося отдачу на протяжении многих лет и снижая углеродный след. Хотя солнечные крупные офшорные проекты играют ключевую роль в энергетическом переходе, малые турбины обеспечивают локальную, надежную и гибкую энергию прямо в точке потребления. Я благодарю вас за внимание и за возможность предоставить вам энергетические решения FRIN. Для получения дополнительной информации о технологиях или коммерческих аспектах наших продуктов вы можете связаться с нашими специалистами. Пожалуйста, по всем вопросам пишите Кате Самедовой, ks@frin.com. Спасибо за внимание. Väga tähelepanu eest. Ja aitäh, Olga. Aga ikkagi küsin, et kas on mõni küsimus Olgale ka, et nagu Olga ütles, et selliseid tehnilisi ja tehnoloogilisi küsimusi ta vastata ei oska, ta tegeleb turundusega, aga et kui on selliseid üldisemaid küsimusi, siis võib-olla mõne küsimuse võiks võtta. Aga tehnilistes küsimustes siis seal on kontaktid, et siis saab julgelt sinna saata neid. Ja LinkedInis on siin ja siis Keit Samedova. Jah, ma tean, Argol on küsimus, ma olen. Kus teie tooteid valmistatakse? Eestis, Hiinas? Kohtla-Järves. Kohtla-Järv. Ja siin samas. Jah, ettevõtte siin samas. Ka me Vidriku poolt oleme külas käinud. Saate ikka helistada või siis leppida kokku ja siis saate nagu tutvustada ja kohtuda seal. Nii, on veel mõni küsimus Olgale?